Привет, друзья! Сегодня приготовлю слоеные рогалики с вишней. Они такие мягкие, вкусные, воздушные. Попробуйте приготовить. Масса у меня комнатной температуры. Поделила на кусочки. Заранее нужно вытащить из холодильника за полчаса. Муку просеяла. Добавлю щепотку соли и перемешаю. Одно яйцо взболтаю вилкой. Также приготовила сметану. Здесь у меня свежие дрожжи. Они уже немножко подтаяли. Я их храню в морозильнике. Тоже достала за час до приготовления. Они уже вот до такого состояния растаяли. К дрожжам добавляю чайную ложку сахара. Хорошенько размешаю. Добавлю сметану и перемешаю до однородности. К этой массе добавляю половину яйца, ванильный сахар либо ванилин на кончике ложки и масло. Все слегка перемешаю. Добавляю больше половины муки и хорошенько размешиваю. Чуть-чуть буду добавлять муку и замешивать тесто. Тесто долго замешивать не надо, буквально пару минут. Тесто теперь поделю на две части. Теперь округляю, кладу в целлофановый пакетик, либо оберну пищевой пленкой. Тесто помещаю в морозильник на 30 минут. Тесто достала из морозильника, а вторую часть поместила в холодильник. Пока раскатаю пласт круглый толщиной 3 мм. Тесто нужно будет разделить на 12 секторов. Приготовила начинку. Вот это вишни от вишневого варенья. Сироп предварительно нужно слить, либо сок от консервированной вишни, что у вас будет. Это тесто универсальное, подходит для изделий сладкой и не сладкой начинкой. И чтобы просто не было сока, чтобы потом он при выпечке не вытекал. Выкладываем начинку. Теперь сворачиваем рулет. Слишком надавливать не надо. Так свободно свернем. Да, чтобы было не туго. Противень выстелила пергаментной бумагой. Рогалики выкладываю на противень. Также стол присыпаем мукой. Раскатываем круг толщиной 3 мм.
Теперь поверхность рогаликов смазываем оставшимся яйцом. Рогалики теперь ставим в духовку. Будем выпекать 15-17 минут при 190 градусах до золотистого цвета. Поверхность рогалика присыпаем сахаром, либо маком. Рогалики готовы. Выпекались 15 минут. Когда рогалики остынут, можно подавать к столу чаю. Вот такие рогалики внутри получились. Очень вкусные. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.